Республиканская спартакиада по зимним видам спорта в городах Алдан и Нерюнгри. С 26 по 31 марта захватывающий финал по таким видам, как лыжные гонки, биатлон, зимнее многоборье, хоккей с шайбой, шорт-трек, горнолыжный спорт, прыжки через нарты, метание аркана на хорей и спортивное ориентирование на лыжах. Телефоны для справок 42 48 96, 42 58 91. Из глубин веков исходит зов предков. История целого народа, богатство опыта и традиций в творениях народных мастеров Якутии. 6 и 7 марта в торговых рядах Кружала выставка-ярмарка «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы Якутии». 10 марта Сергей Расторгуев и Саха-цирк приглашают на цирковое представление «Звезды Большого Манежа». Не пропустите грандиозное представление. Вокальный ансамбль Туймада приглашает 8 марта в спорткомплекс 50 лет Победы на праздничный вечер в стиле диско. Звездные хиты 70-х, 80-х годов. Наслаждение романтикой студенческих лет, игра чувств, огонь любви и взрыв эмоций под музыку любимых песен Битлз, Бонни М, Абба, Джо Дассен, Деннис Руссос, Елла и других исполнителей. По входным билетам розыгрыш призов для милых дам от фирменных магазинов «Домас», «Посуда тут», «Летуаль», «Фаберлик», «Галерея Света». На территории Хангаласского улуса расположена неповторимая местность Кюрюлюр. Красота этих мест завораживает. Настоящие каньоны, застывшие водопады – это уникальные творения нашей природы. Атлас Автур приглашает в комплекс Кюрюлюр. За билетами и дополнительной информацией обращайтесь на первый этаж крестьянского рынка. Общественная организация «Молодая гвардия Единой России» совместно с Театром оперы и балета поздравляют прекрасных дам с первым весенним праздником и приглашают 7 марта на праздничный концерт. Для вас в программе Саина, Игорь Егоров, команда Бивни Мамонта и другие интересные артисты. После концерта вас ждут 2 танцпола «Ностальжи» и «Молодежный». Начало в 18 часов. Цена билета 200 рублей. 9 марта в 9 часов вечера Саха-театр имени Платона Аюнского специально для вас, дорогие женщины, комеди-шоу «Get Up» представляет 9 марта 2007 года в 17:30 и в 19:30 во Дворце культуры имени Кулаковского состоятся юбилейные концерты народной артистки Якутии, легенды оперной и эстрадной сцены Марины Поповой. Билеты приобретайте в кассе ДК Кулаковского. Справки по телефонам 702-411 и 750-124. Генеральный партнер – компания «Пик Мой дом». Нет доступного жилья, есть доступный способ приобрести его. Ыйкыгын ымыла хырытын, ырасыллыгын ыксалынан, ыңырды янан ыллахарган ырабыт. Кулун тутар ақсыз күнігер сорунамаллан атынан оперонна балет государственный театргар ыйкыгын жоракиэте. Латын Аюнскай атынан Саха академический театра Кулун тутар вон бит күннергер Семен Ермолаев сен өкөр суруйбут Тайбан Арыдин драматынан спектакль көрдірер. Режиссер Сергей Потапов. Бу эдерки соғытық суютун, тапталын туынан мелодрама. Оролларга Иннокентий Луковцев, Михаил Борисов, Петр Садовников, Анна Кузьмина, Уанна Датыттар. Сағаланар кея алтачақтан. Самые важные события в политике, производстве, экономике, социальной сфере не остаются без нашего внимания. Мы выходим в прямом эфире, и вы можете задавать свои вопросы и получать достоверные ответы наших гостей. Программа «Достоверно» с Евгением Прокопьевым каждый вторник на нашем канале. Хемингуэй писал о том, что спорт учит не заноситься от побед, не скисать от поражений. Проще говоря, учит жизни. Из книги спортивного журналиста Вячеслава Степанова «От репортажа к репортажу». 7 марта ему исполнилось бы 60. Памяти талантливого журналиста посвящается программа «Лик», которая выйдет в эфир 9 марта в 21:40.
Эти дети родом из арктических улусов республики, из Амурской, Читинской областей, Хабаровского края, Республики Бурятия. Каждый из них учит здесь свой родной язык – эвенский, эвенкийский, юкагирский. И у каждого свои мечты – стать в будущем архитектором, писателем, педагогом, артистом, ученым. Программа «Геван» представляет один день из жизни детей малочисленных народов Севера, воспитанников школы-интерната «Арктика» города Нерюнгри. Смотрите на нашем канале в субботу 10 марта в 16 часов передачу «Пусть горят огни далеких предков». В канун 8 марта, дорогие друзья, мы предлагаем вашему вниманию конкурс среди сотрудников силовых структур «Люди в погонах». Собственно, в этом ничего странного нет, ибо в конкурсе наравне с мужчинами принимали участие также представительницы прекрасного пола. Конкурс состоял из 2 этапов. Первый прошел в спорткомплексе «Динамо». В жаркой борьбе, отстаивая право быть лучшими, участники поражали мишени из пистолета Макарова, показали хорошие результаты в челночном беге. Мужчины отжимали 24-килограммовые гири, подтягивались на турнике, демонстрировали боевые приемы борьбы, произвели неполную разборку и сборку автомата Калашникова. А женщины произвели неполную разборку и сборку пистолета Макарова и выполнили комплекс силовых упражнений. Второй этап конкурса начался с награждения победителей первого дня. Награды вручал заместитель председателя Республиканского спортивного общества «Динамо», полковник внутренней службы Олег Ильич Кондратьев. Дипломом 3-й степени награждается Хмелев Александр, УФСБ по Республике Саха. Ноги под себя! Оружие! Оружие поднимаем! Дипломом 2-й степени награждается Макаров Павел, УФСИН, занявший 2-е место. Раз, два, три, 31, 32. И дипломом 1-й степени награждается Панфенов Альберт, УВД по городу Якутску, занявший 1-е место. Диплом 3-й степени награждается Бушуева Анастасия, якутский филиал Дальневосточного юридического института МВД России.
Дипломом второй степени награждается Егорова Айталина, МВД по Республике Саха, занявшая второе место. Дипломом первой степени награждается Осипова Нюргуяна, УВД по городу Якутску, занявшая первое место. Разрешите поздравить еще раз всех. Вперед! Мы начинаем второй тур конкурса с визитной карточки. Я, лейтенант Макаров Павел, и представляю здесь УФСИН. Служу я в воспитательном отделе. Работать нам приходится порою за троих. Гордимся нашей службой, присягнувшие закону, и лишь одной Фемиде мы верны. Ведь кто-то должен наше общество родное охранять, и приговоры судей кто-то должен исполнять. Пока на свете живы воры, душегубы и убийцы, на том стоим, покуда есть моя родимая УИС. И пусть порой чернят нас пустозвоны и кликуши, для нас незыблемо понятие, как честь. Там, где служим мы с тобой сейчас, место есть для каждого из нас, место есть для каждого из нас, кто гордится ей. Службой нашей сложной, непростой, нужно только верить всем в закон, нужно только верить в то, что есть закон. А я желаю всем добра в этой жизни и успехов в нашей службе такой, и любви огромной вам разделенной, что звезды падали на погон, как дождь грибной. А я желаю всем добра в этой жизни и успехов в нашей службе такой, и любви огромной вам разделенной, что звезды падали на погон, как дождь грибной. Ну а мы в дождь и в снегопад будем на посту своем стоять, будем на посту своем стоять, участок охранять, чтобы уркаган лихой шальной со своей несбывшейся мечтой, со своей несбывшейся мечтой не смог там убежать. А я желаю всем добра в этой жизни и успехов в нашей службе такой, и любви огромного разделенной, чтоб звезды падали на погон, как дождь грибной. А я желаю всем добра в этой жизни и успехов в нашей службе такой, и любви огромного разделенной, чтоб звезды падали на погон, как дождь грибной. Слов не нужно, давай помолчим. Я Татьяна Сутакова, и служу я в УФСИН. Эту форму ношу гордо на фигуре такой молодой. Мой УФСИН, что же ты делаешь? Отдалась я тебе всей душой, чтобы был везде порядок и бандиты пали в раз. Дочь якутов всегда на страже, не смыкаю во мраке глаз. Вы в Якутии бывали? Край родимый мой видали?
Раньше там, чем в странах прочих, раскрывает солнце очи. Долго там зима пуржит, долго белый снег лежит. Там кристально чистый воздух, там орлы свивают гнезда, там плывут под облаками, как положено веками, журавли такие смелые, стерхи такие белые. Вы на севере бывали? Вы просторы ее видали? Там под северным сиянием, не считаясь с расстоянием, мчатся быстрые олени, на снега бросая тени. Вы в Якутии бывали? Вы людей ее видали? Эти люди вырастают чище льда и тверже стали, и стреляют зверя метко, и в войну стояли крепко. Где бы жизнь их не носила, им звезда чолбом светила. Эти люди все прошли, клады ценные нашли, электричество добыли, превратили сказки в были. И живут светло и мудро. Там моя тайга и тундра, там душа моя живет. Север Родиной зовет. Ваши аплодисменты. Участница под номером 2 Сутакова Татьяна Николаевна. Милиционер группы задержания, отдела вневедомственной охраны, управления внутренних дел по городу Якутску. Старшина милиции Панферов на аттестационную комиссию прибыл. На заседании аттестационной комиссии рассматривается вопрос о выдвижении кандидата для участия в конкурсе «Люди в погонах» старшины милиции Панферова. Текст аттестации положительный. Вопросы к кандидату есть? В армии служил? Служил в космических войсках с 2002 по 2004 год. Служба в органах внутренних дел. С декабря 2004 года. Спортом занимаешься? Занимаюсь, являюсь кандидатом мастера спорта по боксу, а также имею 3-й разряд по парашютному виду спорта. Профессиональный уровень повышаешь? Повышаю, заочно обучаюсь в Институте физической культуры и спорта Якутского государственного университета. Есть возражения по кандидату? Кандидат Панферов Альберт Викторович достоин выдвижения для участия в конкурсе «Люди в погонах». Разрешите идти? Калашникова я Светлана. Сейчас, позвольте, если можно, в пределах конкурсной программы хочу представить вам таможню. Для поступления на службу иметь немало нужно знаний, водить с компьютерами дружбу и с высшим быть образованием. Помог использовать мне шансы Якутский университет. Тут экономика, финансы, научных терминов букет. Чтобы понимать соседей близких, пришлось учить язык японский, а в дополнение английский, поскольку он международный. И вот в таможню дверь открыта, уж год в инспекции тружусь, жду материнского инстинкта, а вдруг еще на что сгожусь. И точно ведь не прогадала. Старался муж, в декрет ушла. И в срок ни много и ни мало детишек двойню родила. И вновь таможенное дело. Пора вперед, труба зовет. На декларанта смотрим смело. Таможня взяток не берет. Стараюсь так работу справить, хотя и не явно видно, чтоб за великую державу таможни не было обидно. Добрый вечер. Меня зовут Хмелев Александр Владимирович, и я имею честь представить на этой сцене Управление ФСБ России по Республике Саха-Якутия. Специально для творческого конкурса я решил написать стихотворение, но конкурс все приближался, и я никак не мог его закончить. И вот президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, сам того не подозревая, на последней пресс-конференции помог мне решить мои трудности. Итак, встречайте на ваш суд результат нашего совместного творчества, моего и Владимира Владимировича. Под ваши аплодисменты.
Что рассказать вам, чтоб не было банально? Как я работаю? Все ли нормально? И что нужно сделать, чтобы здесь победить? Именно эти вопросы я предлагал бы сегодня и обсудить. Могу рассказать, как люблю я конфеты. Не знаю, правда, нужно ли нам это. Не нужно? Ну ладно. И так всем ясно, что наша работа очень опасна. И зарплата должна быть ни больше, ни меньше. Примерно 40 миллиардов долларов, если в долларовом эквиваленте. Конечно же, шутка. Причем же здесь деньги? Мы Родине служим, мы ей только верны. Хотим, чтобы Россия была на первых ролях, чтобы лучшей была во всех областях, и чтобы в футболе мы были не хуже бразильцев. В этом вопросе мы занимаем с вами единую позицию. Теперь о себе, о планах моих. Хочу и детей, наверное, 3. А может и больше, 5, 6, да в общем хоть сколько. Если мы такой темп сохраним, то тогда будет неплохо. Еще вот вопрос волнует меня. Когда же в России закроют Дом-2? Когда нам покажут героев других? Вот задача, достойная того, чтобы считаться одной из основных. Еще я горжусь, что живу я на севере. В минус 50 жить можно. Проверили. В Москве-то зимой, небось, минус 12. У нас около 20. 18-19. Я офицер. Для меня это честь представить свое управление здесь. Я думаю, каждый в зале скажет спокойно. Он справился и справился достойно. Спасибо. Я очень рада видеть вас этим прекрасным вечером, который мы все с вами очень долго ждали. Меня зовут Егорова Айталина, мне 30 лет. Работа в милиции, можно сказать, досталась мне от отца, потому как она мне нравилась с самого детства. У милиционеров, как я считаю, самая красивая форма. У нас есть все способности и возможности избавить человека от беды. А так как я работаю в штабе, мне нравится все время анализировать происходящее и заниматься поисками бесконечных цифр, касающихся состояния преступности. А порой мне думается, когда же все преступники устанут совершать свои злодеяния и уйдут в долгосрочный отпуск без содержания. В свободное от работы время я, как и все обыкновенные женщины, веду домашнее хозяйство, занимаюсь спортом. Умение шить и вязать позволяет несколько экономить семейный бюджет. У меня 2 замечательные дочурки и не менее замечательный муж. Но я не буду... Вообще я могла бы много хорошего рассказать о своем муже, но я не стану этого делать по 3 причинам. Во-первых, муж зазнается. Во-вторых, я пущу нос по ветру. В-третьих, всем расскажи, а ему потом отбивайся. Ведь всем захочется быть рядом с таким удивительным человеком. Расскажу я лучше о своих дочурках. Старшая у меня молодчина, учится в школе на одни 5, прям как я в детстве. А младшая просто красавица и шалунишка. Но пока она об этом ничего не подозревает. Ведь мальчики в детском саду еще не столь искушены в этой области. На самом деле я очень горжусь своими дочерьми. Они такие умницы, красавицы, очаровашки, точь-в-точь меня. Ну вот, как вы все заметили, в жизни я очень скромная и навряд ли умру от этого. И на этой радостной ноте я хочу поздравить всех с прошедшими и предстоящими праздниками и пожелать всем успехов в достижении поставленных целей. Ведь все невозможное возможно. Спасибо за внимание. Егорова Айталина Григорьевна. Обычные граждане встречаются с нами только в аэропорту или на границе. В представлении у многих таможенник – это чиновник, стоящий у стойки и пытающийся как можно больше узнать о содержании вашего кошелька и вашего багажа. А многие знают о таможне из всем известной киноленты «Белое солнце пустыни», где со всеми его известной фразой «Таможня дает добро». И мало кто помнит слова настоящего таможенника Верещагина. «Я мзду не беру, мне за державу обидно». Бывает и такое. Прилетает пассажир из Стамбула. Таможенник его спрашивает: героин, гашиш, опиум. Впечатленный
находящийся под впечатлением пассажир отвечает ему рассеянно: «Благодарю вас, этого добра у меня самого достаточно в чемоданах». Если серьезно, наша таможня – это сплоченный коллектив высокопрофессиональных специалистов. Ведь никому не секрет, что таможенная служба вносит значительный вклад в формирование доходной части бюджета страны, выполняет важную правоохранительную деятельность по обеспечению экономической безопасности России. И я горжусь, что я сотрудник таможни. Ведь мы – люди государевы, из богатырской заставы тысячелетней Руси, на которых держалась и держится Россия. В Древней Индии существовал культ многорукой богини Шивы, хранительницы очага и семьи. В наше же время эта богиня олицетворяет женщину, которая успевает все, умеет делать несколько дел одновременно. Поэтому такие богини существуют не только в мифологии, но и в реальной жизни. Например, у нас в управлении внутренних дел города Якутска. Я, как богиня Шива, имею много рук. В таких, как я, нуждаются кадровики вокруг. Для плачущего мальчика всегда найду занятие, а злостному преступнику я дам всегда отпор. Гостей принять умею, накрыть на стол люблю, но могут вызвать и даже ночью по рации сказать, что подопечный Солнцев опять попал в просак. И есть у нас специфика – составить протокол и вывести на задание и строгий разговор. Но я не забываю и про спортивный зал, ведь сила, тренировка, закалка и сноровка – залог успеха наш. И я горжусь, ребята, профессией своей. И на вопросы «Кто вы?» я строгий дам ответ. Я инспектор по делам несовершеннолетних 2-го отдела милиции, управления внутренних дел по городу Якутску, старший лейтенант милиции Осипова Нюргуяна Ивановна. Привалясь к стволу сосны, не щадя махорки, на войне насчет войны вел беседу Теркин. Вам, ребята, с серединки начинать. А я скажу, я не первые ботинки без починки здесь ношу. Вот вы прибыли на место, ружья в руки и воюй. А кому из вас известно, что такое сабантуй? Какой-то праздник или что там сабантуй? Сабантуй бывает разный, а не знаешь, не толкуй. Вот под первую бомбежкой полежишь с охоты в лёжку, жив остался, не горюй, это малый сабантуй. Отдышись, покушай плотно, закури и в ус не дуй. Хуже, брат, как минометный вдруг начнется сабантуй. Тот проймет тебя поглубже, землю матушку целуй. Но тогда учти, голубчик, это средний сабантуй. Сабантуй тебе наука, враг лютует, сам лютуй. Но совсем другая штука, это главный сабантуй. Вот ты вышел с позаранку, глянул, в пот тебе и в дрожь. Прут немецких 1000 танков. 1000 танков? Ну, брат, врешь. А с чего мне врать, дружище, посуди? Какой расчет? Ну, зачем же сразу 1000? Ну, хорошо, пускай 500. Ну, 500, скажи по чести, что пугать, как старых баб? Ладно, что там, 300, 200, повидай один хотя бы. Что ж, в газетке лозунг точен. Не беги в кусты да в хлеб. Танк он с виду очень грозен, а на деле глух и слеп. То-то слеп. Лежишь в канаве, а на сердце маята. Вдруг как сослепу задавит. Ведь не видеть ни черта. Повторить готов я снова. Раз не знаешь, не толкуй. Сабантуй одно лишь слово, сабантуй. Но сабантуй может в голову ударить или попросту в башку. Вот у нас один был парень, дай-ка что ли табачку. По лагуру смотрят в рот, ловят слово жадно. Хорошо, когда кто врет, весело и складно. Птицы не поют, деревья не растут, лишь только мы плечом к плечу врастаем в землю тут. Горит и кружится планета над нашей родиною дым, а нынче нам нужна одна победа. Одна на всех мы за ценой не постоим. Одна на всех мы за ценой не постоим. Нас ждет огонь смертельный, и все ж бессилен он. Сомнения прочь уходит в ночь отделенный. 10-й наш десантный батальон. 10-й наш десантный батальон. Лишь только бой угас,
с ума, разыскивая нас. Взлетает красная ракета, бьет пулемет неутомим. А нынче нам нужна одна победа, одна на всех мы за ценой не постоим. Одна на всех мы за ценой не постоим. А нас ждет огонь смертельный, и все ж бессилен он. Сомнение прочь уходит в ночь отделенный. 10-й наш десантный батальон, 10-й наш десантный батальон. С рождения я звалась Елена. Считалось, что непременно должна, конечно, быть прекрасной, хозяйкой мудрой, дамой классной. Пришла чудесная пора, и я исчезла со двора. Меня милиция прельщала, я в юридически попала. Тому была горда, конечно. Себя связала с ней навечно. Да, годы пролетели быстро, теперь на транспорте служу. И вам скажу от сердца честно, работу классной нахожу. Порой бывает все непросто, но жизнь дает возможность роста. И я сегодня капитан, и честь вам с гордостью отдам. Пусть над Якутском снег, морозы и туман, плевать на это настоящим операм. Они в холод, дождь и зной в своей работе с головой хранят на транспорте надежность и покой. На темных улицах ни света, ни добра, на них рискуют часто жизнью опера. Очистим землю от бельма, пусть ими давится тюрьма. Вперед за родину, за землю опера. А пожелай ты им ни пуха, ни пера. Да, пусть не по правилам игра. И пусть ничего будет даже хуже, чем вчера. Прорвемся, ответят опера. Добрый вечер, дорогие зрители! Якутия – это моя родина. Долина Туймады, родительский дом – это начало-начал. Я вам спою песню о любви и о мире на нашей земле. Два города в моей судьбе. Якутск, в котором я родился, и Омск, где с радостью учился, скучая, север, о тебе. По гороскопу лев. Родился в год дракона. Быть может, потому послушен я закону. По жизни соблюдал спортивные традиции, поэтому попал в российскую милицию. В науках преуспел, строгаю диссертацию. Защиты скоро срок, не опозорю нацию. Имею дочь, женат, с коллегами дружу. Вот стану кандидатом и сына закажу. Имею я спокойный нрав, но в спор вступаю бойко. И если мой курсант не прав, то смело ставлю двойку. Есть хобби у меня, подруга шестиструнная. Я спеть готов для вас, хоть дело это трудное. Через миг брел как по суху старик.
Каждый из нас может оказаться порой в сложной, порой смешной ситуации. Умение выйти из таких вот ситуаций с достоинством показали на сцене конкурсанты, а им в этом помогали студенты актерского отделения колледжа культуры и искусств. Спасибо. Особый интерес у зрителей вызвали показательные выступления, во время которых конкурсанты показали элементы рукопашного боя. Четвертый этап – выход в коктейльных нарядах. Участники конкурса продемонстрировали свое обаяние, пластику и синхронность движений. На наш взгляд, пятый этап оказался самым сложным и одновременно завораживающим. Мы увидели, как сотрудники силовых структур искусно перевоплощаются, входят в образ и доносят до нас самые прекрасные чувства, без которых жизнь на земле немыслима. Любовь бывает разной. Например, любовь с первого взгляда. Безответная любовь, любовь, сметающая все преграды, любовь, толкающая на безумные поступки, ради которой можно даже умереть. Но, кажется, у пары Анастасия Бушуева, Петр Козырев таких мыслей нет, у них свой номер. Да-да-да, с утра побрился, и галстук новый, с горошком синим я одет. Купил 3 астры, 4 ровно, я прилетел. Я ходил, И я ходил, я так ждал, и я ждал, я был зол, и я сердилась, я ушел. и я ушла. Мы оба были, я у аптеки, а я в кино искала вас. Так значит завтра на том же месте, в тот же час. Не стану я твоей привычкой, твоим обычным будним днем. Пара Андрей Песлигин и Лена Шангареева.
Молитесь о любви, и она придет. Может быть, будет больно, может быть, будет плохо, но любовь всегда возвышает. Нюргун Постников, Светлана Калашникова. Любовь – это музыка, а страсть – это история жизни женщины и эпизод в жизни мужчины. Павел Макаров и Татьяна Сутакова. Любовь, похожая на сон, счастливым сделала мой дом. Но вопреки законам сна, пускай не кончится она. Альберт Панферов, Нюргуяна Осипова. My
ревную, люблю и ненавижу, ведь ты моя. Александр Хмелев. His hand upon your hand, his lips caress your skin. It's more than I can stand. Зачем ты, чтобы не дать мне умереть? Зачем я, чтобы не дать тебе умереть? Я люблю тебя, значит, ты не умрешь, потому что любовь бессмертна. Валерий Сарай, Айталина Егорова. Я тебя никогда не увижу, я тебя никогда не забуду. Не коснуться бессмысленной весью, под нас залетевший отсюда. Я тебя никогда не увижу, я тебя никогда не забуду. И качнулся бессмысленной высью пара фраз, залетевших отсюда. Я тебя никогда не увижу. Арабские миражи. Во время этого танца живо представляешь перед собой пирамиды, песок, фараонов и, конечно же, воинов. Итак, наступает торжественный момент награждения. Дипломы третьей степени вручают директор дирекции НВК «Саха» Иннокентий Киринский и режиссер Галина Карасева. Третьей степени награждается Татьяна Сутакова. Итак, внимание, дорогие друзья, прежде чем я вручу диплом третьей степени мужчине, мне очень хочется обратиться ко всем участникам и сказать огромное вам большое спасибо, вы замечательные, вы настоящие артисты. Это я вам говорю как режиссер, аплодисменты! Супер! Внимание, диплом третьей степени награждается Альберт Панферов!
Дипломы второй степени вручает президент национальной вещательной компании «Саха» Руслан Васильевич Васильев. Диплом второй степени награждается участник республиканского конкурса «Люди в погонах» среди сотрудников силовых структур Республики Саха-Якутия Анастасия Бушуева. Таким же дипломом второй степени награждается участник республиканского конкурса «Люди в погонах» среди сотрудников силовых структур Республики Саха-Якутия Павел Макаров. Дипломы первой степени конкурса «Люди в погонах» и специальный приз от Фонда безопасности дорожного движения МВД «Ноутбук» и кольцо с бриллиантом на сумму 25 тысяч от Чорон Даймонд вручает председатель жюри Александр Николаевич Кимкимен. Этот диплом первой степени вручается Нюргуяне Озиповой. Дипломом первой степени награждается победитель республиканского конкурса «Люди в погонах» среди сотрудников силовых структур Республики Саха-Якутия Александр Хмелев, УФСБ. Я хочу поздравить всех женщин, всех прекрасных дам с наступающим 8 марта, с первым весенним праздником. Хочу пожелать им процветания, ясного неба над головой, счастья и много-много улыбок. Какой тур был наиболее сложный? На самом деле, как бы все туры, да, достаточно сложные, но для нас тут все было легко, на самом деле, потому что наша работа, которую мы делаем, она сложнее все равно, в любом случае. Поэтому мы все постарались, конечно, но, в общем-то, ну, наиболее ответственный, конечно, парный танец был, потому что парный танец, в нем мы все раскрылись. Но женщинам хотелось бы пожелать любви, чтобы они были счастливы, чтобы они были любимы, чтобы у всех были свои половинки. И хотел бы признаться в любви своей жене Роксане. Сказать, что я очень люблю. И танец парный, который сегодня я танцевал, в общем-то, успешно танцевал, я посвятил ей. Потому что песня называлась «Роксана».